Бишкекский городской суд 28 февраля отпустил блогера Эльмира Садыманова под домашний арест. Садыманов сказал, что раскаивается и извинился за свои слова. Я ни в коем случае не хотел обижать регион Ош и таким образом делить народ на север и юг, в чем я сильно очень сожалею. В результате авиаудара в сирийской провинции Идлиб погибли по меньшей мере 33 военнослужащих Турции, сообщил Рахмет Доган, губернатор турецкой провинции Хатай, которая граничит с Сирией. BBC передает, что ранее Доган сказал, что авиаудар нанесли военно-воздушные силы сирийского режима. Однако другого подтверждения этих сведений пока нет. Власти Сирии ситуацию не комментируют. Согласно другим сведениям, число погибших может быть и больше. В Турмуш обратился 30-летний Асылбек Асаналиев из Сокулукского района. Он рассказал, что в городе Цукуба из-за эпидемии коронавируса не осталось медицинских масок, а все школы закрываются. Асылбек управляет одним из городских ресторанов. По его словам, в городе Цукуба, расположенном на юге префектуры Ибараки, находящейся в 30-40 километрах от Токио, не хватает медицинских масок. Также на основании специального указа от правительства Японии со 2 марта закроются все школы. Мужчина с зашитым ртом пришел к зданию посольства Кыргызстана в России. Об этом сообщает телеграм-канал «База». По данным СМИ, инцидент произошел вечером 26 февраля. 30-летний Дженебек сам себе зашил рот и решил выйти на одиночный пикет. Никакого плаката у него с собой не было. К зданию на Большой Ордынке вызвали полицию и скорую. Мужчину завели внутрь и оказывают ему помощь, говорится в сообщении.